Побывать на раскопках, найти уникальные артефакты и прикоснуться к истории в прямом смысле. Такое доступно далеко не каждому школьнику. В Национальном музее Республики Башкортостан для школьников организовали необычный формат обучения – археологическая школа. Это уже 3-е занятие. Школьники собираются в зале с ископаемыми и не только в теории, но и на практике знакомятся с археологией. Максим, что ты узнал в археологической школе? Я узнал, как выглядят зубы мамонта, как выглядит медведь и, какие были оружия у старинное оружие. Чем занимаются археологи? Они раскапывают землю и пытаются найти разные старинные вещи, которыми пользовались люди в древности. В музее имеется 4 отдела – природы, история края, этнографии, археологии. Последний интересен тем, что у нас в республике найдены очень ценные экспонаты. Но чтобы найти их, нужен большой труд и терпение. Нельзя нарушать технологию, иначе можно повредить ценную находку. Расскажи, какие 3 интересных факта ты узнал на занятии? Я узнал то, что есть 3 эпохи – каменная, бронзовая и железная. И еще такой большой зуб мамонтенка. Вот такой примерно. Еще я узнал то, что бывают разные оружия, которые каждому делу носятся. Допустим, чтобы сдирать шкуру животных, чтобы их разделывать, допустим, есть. Чем вы занимались на занятии? Нам там дали кисточку и лопатку, мы выкапывали всякие вещи, искали, и кисточкой вытирали с них пыль, грязь. Ребята ознакомились с основными этапами археологического исследования. От раскопок до документации находок. А также узнали много интересных фактов об эволюции человека. Они были впечатлены большим количеством памятников археологического наследия на территории республики. Такие занятия регулярно проходят в Национальном музее Республики Башкортостан. Попробовать себя в качестве археолога может каждый ученик археологической школы. Рената Мусина, Татьяна Никитина. Специально для Горы новостей.